Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 23 траўня актывістку руху 328 Марыну Мацулевіч затрымалі. Прычым прычынай, як стала вядома пазней, для затрымання стала не яе актыўная дзейнасць у межах матчынага руху маці 328. А што менавіта стала прычынай для затрымання, з-за чаго ўсё пачалося, мы сёння і пагаворым з маёй госцяй у студыю, а гэта, як вы здагадаліся, сама Марына Мацулевіч. Добрый день, спадарыня Марына. Добрый день. Я вас захаваў інтрыгу, хоць у анонсе і паведамлялася, нібыта прычына затрымання, але тым не менш, 23 траўня. Вот як развиваліся падзеі? Што вот як было? Вот вы дома знаходзіце, і што? Да, я кратко расскажу, как было. Значит, меня приютила женщина, 65 лет, потому что у меня нет своего жилья в настоящий момент. Вот, мы только, можно сказать, проснулись, это было где-то 7:30, и тут начался стук. То есть никто не звонил в домофон, просто сразу стали стучать в двери. И она сразу, Марина, милиция, типа, я говорю, подожди, говорю, посмотри, кто там, что там, чего там, не открывай, потому что мы не знаем, кто это. Оказалось, парни в гражданской одежде. Вот, в результате я позвонила еще в 102 на всякий случай. Я написала, что вот стучат, сразу, потому что мне сразу было страшно. Я опасалась за свою жизнь, в гражданской одежде, в 7:30 кто-то ломится. Непонятно по каким причинам. И она вышла в коридор. Посмотрела, что есть постановление, подписанное прокурором Центрального района на обыск меня. И типа они еще угрожали, они стали, почему она вышла, потому что они угрожали, что все равно у них есть вот постановление прокурора, и в этом случае они будут звать МЧС, и МЧС выломает ей дверь. Естественно, 65 лет женщины, у нее прединфарктное состояние, я тогда говорю, хорошо, пускайте, а что остается делать? Как бы позвонили уже в 102, написала, открыли, ребята зашли, показали это постановление. Она стала спрашивать, кстати, через дверь еще спрашивала, да кого она оскорбила, что случилось, по какому делу. То есть у постанове, якую вам показали, одразу была написана, что причина Вы знаете, образа... что это для меня так все было смутно, что они мне не дали копию постановления, не был составлен протокол задержания, не было, естественно, показана мне там лингвистическая экспертиза, а было ли преступление, да, но об этом еще чуть позже. То есть ничего не было, просто вот мы пришли и все. И я говорю, что вы хотите, телефон и ноутбук? Они, да. Говорю, хорошо, помечайте, что я вам отдаю добровольно, потому что вот, по крайней мере, я не выбрасываю свои вещи, не пытаюсь их как-то скрыть, там еще что-то, вот они у меня лежат, и не надо, устраивать погром в квартире женщины, женщина, которая по доброте душевно меня приютила. Вот. И потом я собрала вещи в рюкзак, потому что я не знала еще на тот момент, что по 369 как бы нет такого, как задержания, там арестов. Я собрала вещи. И, вернее, был такой еще момент, я стала рассмотреть это вот протокол допроса, там все остальное, я стала смотреть, я говорю, а вот эта статья о чем, а вот эта статья, они говорят, да мы этого не знаем. Мы вообще этого не знаем, мы вообще по этим статьям никогда по такой статье никого не забираем. То есть они работают, у них совершенно другая работа. Более того, я потом узнала у одного молодого человека из этих оперативников, которые меня забирали, что его вообще подняли в выходной день, и собственная машина это была заглохла, вернее, бензин закончился. Мы добирались 3 пересадками. И при этом я, естественно, по дороге спросила, говорю, по дороге пришла такая мысль, а если бы я не пошла, почему я говорю, утверждаю, что это было, я считаю, незаконное задержание, он мне сказал, был приказ доставить в наручниках. То есть все равно бы меня, наверное, в этом случае уже бы, по-другому доставляли. А я поехала сама. Я удакладню, а ў які момант стала зразумела прычына, чаго яны до вас пришли? А причина мне не была. Мне был только вот этот обыск.
И все, мне сказали, что меня повезут. Вот я же потом следующее написала, что в центральный аппарат следственного, ой, не в центральный, а в центрального района меня повезут в следственный комитет. И то, что мне сказали, вот это все. Ну, понимаете, со мной рядом женщина 65 лет, которой страшно, да, и нагнетать обстановку, ну, человек тебя приютил, а ты еще будешь нагнетать. Я, естественно, ушла из квартиры, ну, забрав их с собой, забрав вещи, там, Ну, яны всё. все ж таки павінны былі патлумачыць прычыну, чаму яны да вас Они прыйшлі. Вот сказали, это что вот образа. они не знают. Нет, они сказали, что оскорбила кого-то, 369-я, они статью назвали, и все. Они не сказали, кого именно, они не сказали, не назвали, как именно оскорбила, они не назвали, дайте, покажите вот этот документ, на основании которого было там дело. Протокола задержания не было, ну ничего не было. Ну, в общем, просто вот, понимаете, ну вот как я уже написала пост в свой в Фейсбуке, что сложилось у меня впечатление после всего этой истории, что вот скажи любой чиновник, любое должностное лицо, меня оскорбили, то к вам сразу могут пойти в квартиру, вломиться и забрать ваши вещи, и все. То есть, ну, как бы вот почему, ну, я догадываюсь, почему подписал прокурор такое, ну, как бы, я не догадываюсь, я практически на 100% знаю, но об этом пока говорить не буду. То есть таким чином вы уже зразумели, ну, то есть вам сказали, что вы некого там образили своим комментаром недзе ў сацыяльных сетках. Постом. Да, постом, что вас вот вязуть у центральный РУС, Да, там ці у района. и калі вот вам все ж таки там нешта патлумачылі, каго вы абразілі, чым вы абразілі, якім конкретно допісам, может быть, вы там пишете кожны день по некалькі допісаў, якім конкретно допісам? Нет, ничего не было, до сих пор у меня нету. Вот я сегодня встречалась с одним из правозащитников, и он мне сказал, какие письма мне написать, то есть я буду делать сейчас запрос, да, на эти все документы, то есть, ну, естественно, и на протокол задержания, и на лингвистическую экспертизу, и на все остальное. Не было мне даже показано, какой именно пост. Мне не было показано, было ли заявление от пострадавшего. Мне сразу сообщили, когда я пришла, что я не задержанная. Мне сказали, что я, как это называется, подозреваемая. То есть меня еще не обвиняли, меня подозревали, но при этом у меня уже изъяли всю технику. Вот, и получается, что вот это было сразу в этот день. И я говорю, я не буду тогда, ну, мне дали там что-то почитать, какие-то там права и еще что-то, но я сказала, что я не буду, ну, давать никаких показаний без адвоката и без защитника сегодня тогда, но при этом меня все равно, ну, как бы, ну, я считаю, немножечко развели в плане того, что дали все равно подписать, типа, ну, как бы своего рода такой протокол, в котором я отказываюсь давать показания без адвоката. При этом мне, ну, как бы она такая диктовала, знаете, вот когда ты находишься еще в стрессовом шоковой ситуации, тебе диктуют, и ты, вот, ну, реально, я понимаю, как все попадаются, да, несмотря на мой большой опыт все-таки в различных стрессовых ситуациях, диктуют, что напишите, что вы не нуждаетесь в адвокате, и это не связано с вашим тяжелым материальным положением, и бесплатный вам... Я говорю, ну, это связано с моим тяжелым материальным положением, мне нужен адвокат, и я буду искать деньги на адвоката, и буду адвоката искать. То есть, ну, в общем, но посмотрела, что там вроде бы ничего такого нету, как это, наверное, бывает. Но мне опять этот документ не дали на руки. Мне не дали на руки в первый день постановления о возбуждении уголовного дела. Мне не дали подписать, вот, ну, короче, 2 бумажки каких-то дали, которые, ну, ни о чем. Там выписки с УПК чуть-чуть, выписки с УК чуть-чуть, вот такие. Про примирение. Мне еще самое интересное, что мне дали, вот сегодня опять-таки встречалась с правозащитником, потому что, ну, эту статью я не хорошо знаю. Мне дали там 81-я статья, что такое, 89-я и другие статьи, которые относятся к частному обвинению. Это, например, если была 188-я статья, то можно было бы говорить про 89-ю, когда, ну, Уголовного кодекса, когда люди примирились. Но 369-я это не частное обвинение. И поэтому по этой статье нету, ну, зачем они мне эти дали распечатки, я так и не поняла. Ну, вот как-то так. То есть, и мне, дайте говорю такую мысль, и мне сложилось впечатление, что, знаете, вот как
что действовали с позиции. Мне в первый день отдали такую какую-то незначительную, на второй день я пришла, подписала, что я одна опять пришла, как бы я решила, что 27-я статья Конституции, и в первый день я написала сразу по 197-й статье встречное заявление, что меня преследуют за критику, что я на самом деле отказываюсь, на второй день я это говорила, что я отказываюсь признавать это обвинение, что меня преследуют, и что я критикую, конструктивная критика, что я не вижу, у меня не было никого задачи кого-то обидеть. Вот. Тым не менш, я разумею так, калі цябе затрымліваюць за абразу, тым больш службовай асобы, то, пасадзіўшы за стол, следчы табе павінен паказаць, по крайней мере, раздрукоўку твайго допісу, сказаць, вот гэты допіс абразіў вот гэтымі словамі, вот лінгвістычная экспертыза, вот гэты чалавек напісаў на вас заяву. Ничего этого не было. Единственное, что я знаю фамилию человека, на основании которого якобы я обидела. Но писал ли он, либо это просто на основании этого поста кто-то принял такое решение, что я его якобы обидела, вот этого я тоже не знаю. То есть было ли это его заявление, то есть мне не дали. Я сейчас напишу, естественно, что дайте мне вот это, и пост, и заявление, либо на основании чего. Не было. Про лингвистическую экспертизу скажу следующее, что когда я уже пришла вчера, то есть 2 дня у меня было, 23-го, 24-го меня вызвали, я подписала, что не согласна с обвинением, что это 197-я, а перед этим заявление написала встречное. И я не согласна, что, вообще, что, вот, а про лингвистическую я ничего не спрашивала. А вот когда я пришла вчера, то есть первые 2 дня было все вроде как бы нормально общались, а прихожу вчера, и мне сразу на стол положили постановления, то есть там какие-то такие, и постановления, я даже не увидела, что на стационарную психиатрическую экспертизу. И тут меня предупреждали правозащитники, сказали так, что ты слишком много уже знаешь, ты слишком многого добилась, у тебя, вы посмотрите, если в Фейсбуке приняты серьезные бумаги по мерам реагирования, что, по сыну, по делу сына, что принято реагирование в отношении прокуроров, приняты меры реагирования в отношении следователей, прокурор сейчас в Советском районе исполняющий обязанности, я при вас звонила, уточняла этот вопрос, то есть сменили другого. И то есть мне отвечали сначала отписки, но когда брали дело на изучение, то уже применялись меры реагирования. То есть за этот год приняли меры реагирования в отношении всех. В отношении судьи внесено частное определение Головковой, тоже приняты меры реагирования и в отношении Советского суда. То есть в отношении всех. Я, конечно, пишу заявление, чтобы возбудить уголовные дела. Но уголовные дела не возбуждают, хотя я считаю, что там есть именно не нарушение даже УПК, а именно нарушение уголовных статей. И, возможно, эта моя активность, вот она привела к такому результату. Таким чином, вам не показали допіс, який некага там абразіў, не показали лінгвістычную экспертызу, але показали ўжо паперку о призначении вам психиатричной экспертизы. Стационарно. Это значит, вот я считаю, что это уже начинается, как это говорят, психиатрия какая? Карательная. То есть это, карательная психиатрия. Но получилось так, что в этот момент я сижу одна, сидят еще 2 следователя и мой следователь. И в этот момент я тихо говорю, я не буду это подписывать, и я не согласна с этой экспертизой, назначением, потому что я знаю, что ее назначает только суд. Какие-то вещи я уже узнала, что-то я еще не узнала. Но про лингвистическую я уже знаю тоже. И в этот момент я поворачиваюсь и спрашиваю у следователя, говорю, слушайте, а где же лингвистическая экспертиза? А был ли мальчик? Было ли вообще оскорбление? Где доказательства? И было ли это именно я? Потому что, может, там кто-то пост, может, кто-то сломал мой аккаунт, потому что меня там блокировали. Вот вы знаете, да, был момент. Откуда я знаю вообще, о чем речь? И в этот момент я понимаю, знаете, вот у человека вдруг вспомнил, да, потому что одно дело 188, а другое дело 369, она выбегает с комнаты. Естественно, что меня оставляют наедине с документами, которые, касаются моей личной жизни. Меня хотят сейчас, по сути дела, насильно, я говорю, что вы быстро подписываете, типа, поедете. Я, естественно, фотографирую, отправляю, что вот, да, потом я даже почитала, что это стационарно, и снимаю сразу стрим, потому что, да, я испугалась за свою жизнь, что меня сейчас под белые рученьки и в психушку отправят, понимаете? Реально мне стало страшно, и на каком главном основании? И тут она возвращается и говорит, что меня сейчас накажут. Извините, моего сына незаконно 2 года держат, нарушив все, что можно. Меня сейчас хотели незаконно отправить,
а ее волнует, что ее только накажут. И, знаете, вот я сейчас хотела бы обратиться даже вот к сотрудникам. Я прошу прабачэння. Мы зараз перарвемся на невялічкую паузу. Усе астатнія нюансы ў другой частцы нашай праграмы пасля кароткага выпуску навінаў Еўрарадыё і Е-прамова стрым са студыі Еўрарадыё з Марынай Мацулевіч. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Ганна Балаховіча кароткі выпуск навінаў. Беларуская пісьменніца, нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевич у інтэрв'ю тэлеканалу Белсат пракаментавала дзеянні Александра Лукашэнкі ў Курапатах. У месцы масавага пахавання ахвяр сталінскага рэжыму, дзе існуе народны мемарыял. Днямі Лукашенка спыняўся з чыноўнікамі каля Курапатаў і прапанаваў пасадзіць па перыметры ўрочышча Туі. Алексеевич мяркуе, што гэтыя дзеянні сведчаць пра тое, што Лукашенка разгублены і страчвае глебу пад нагамі. Магчыма, гэта і рэакцыя на прыніжэнне на перамовах з тым жа Владзімірам Пуціным, кажа пісьменніца. У Мінску ачэплены будынак Нацбанка, шукаюць бомбу. Як паведамляе ў тэлеграм прэс-служба следчага камітэта, на месцы працуюць сапёры і следчыя. Высвятляюцца ўсе абставіны здарэння. Тутба інфармуе, што паведамленне пра мініраванне прыйшло на электронную пошту галоўнага банка краіны. Пры гэтым эвакуацыя з будынка Нацбанка не праводзілася. Александр Лукашенко паляцеў у Нур-Султан, дзе сустрэнецца з Уладзімірам Пуціным. Кіраўнікі Беларусі і Расіі паразмаўляюць падчас саміту Еўразійскага эканамічнага саюза. Мерапрыемства запланаванае на 29 траўня, рабочы візіт у Казахстан працягнецца 2 дні. Падчас пасяджэння вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета будзе і шэраг двухбаковых сустрэч і перамоваў з замежнымі лідарамі. Мы хочам дасягнуць шчырага дыялогу з Беларусю, заявіў на сваёй першай прэс-канферэнцыі новаабраны прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Ён адзначыў, што з нашай краінай трэба мець лепшае дачыненні, чым ёсць на сённяшні дзень. Як вядома, праблемным пытаннем у адносінах Беларусі і Літвы стала будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне. У Вільні занепакоеныя, наколькі яна будзе бяспечнай. Падрабязней пра гэтыя ды іншыя актуальныя падзеі чытайце на нашым сайце euraradыё.fm. Спадарожнікавую талерку, у нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Каардынаты 4,8 градусаў на ўсход, частота 12380 МГц, гарызантальная полярызацыя, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Мы вяртаемся ў студыю і разам з Марынай Мацулевіч працягваем узгадваць і ўвогуле разважаць, што гэта было і за што затрыманне яе 23 траўня. Мы ўжо высветлілі, вось ведаем са слоў спадарыні Марыны, што яна до гэтага часу не ведае, каго конкретно. Нет, я ведаю, кого конкретно, я знаю, мне в постановлении есть. Нет, у меня есть постановление, кого я обидела, но я не буду это сейчас озвучивать. Но у меня нет, как это сказать, ни документа, что этот человек написал заявление, у меня нет документа, что этот человек на какой-то пост, ну, на какую информацию, у меня нет никакой лингвистической экспертизы. Вот этих материалов у меня нет. И человека имя я называть не буду. Ну, потому что это как бы, я же подписала в пятницу 24-го, 23-го еще ничего не подписала, 24-го они мне бумагу типа о разглашении тайны предварительного следствия. Но при этом у меня нету никаких документов, и я даже не знаю, какую тайну я могу разгласить. Цікавая сітуацыя сапраўды атрымліваецца. Я вось звяртаюся, ведаю, што нас звычайна слухаюць, па крайней меры ў прэс-службе следчага камітэта. Як такое можа быць? Чалавеку не паказалі ніякіх фактычна дакументаў, не сказалі, якім допісам каго яна некага там пакрыўдзіла, ці ёсць заява ад чалавека, няма лінгвістычнай экспертызы, але тым не менш ужо ёсць падпіска аб неразгалошванні невядома чаго і ёсць документ аб прызначэнні стацыянарнай психиатрычнай экспертызы. И уже забрали мою технику, на которой я работаю. Телефон, меня уже лишили работы, лишили средств к существованию. Это хорошо, что вокруг люди, которые мне помогают. Вот мне помогли телефон купить, да, и как бы вот, ну, а так я не знаю, как бы я жила. Вот я так разумею, что у той момент, калі вам показали вось гэтую постанову о прызначэнні стацыянарнай психіатрычнай экспертызе и хотели, каб вы яе подписали, вас
ну, хотели, могли, у вас подозрение, что хотели одразу забрать новинки от 200? Да, у меня подозрение, что меня сразу хотели забрать и завести в новинки 100%. Но вот сработало, опять-таки, то, что я уже все-таки читала, и я задала в этот момент, вот я говорю, еще раз повторюсь, я задала вопрос, а покажите мне хотя бы лингвистическую эту экспертизу, а был ли мальчик, была ли, оскорбляла я ли кого-то, то есть хотя бы вот этот... И тут следователь вскакивает и побежала в другую комнату. И я остаюсь вот наедине с этими документами, и она возвращается, видит, что я уже стрим, и она мне в этот момент говорит: все, уходите. Я говорю: а что надо что-то вам подписать? Когда нет, ничего не надо, я перезвоню. И я понимаю, что до них, наверное, самих дошло, что незаконное было задержание, незаконный был обыск, незаконное постановление. У меня фотография, по крайней мере, есть. Я сейчас, конечно, пишу на судебной... То есть у вас не было еще фактов, доказывающих мою вину, но вы уже со мной произвели определенные процессуальные действия. Естественно, что даже если сейчас они там, наверное, найдут в моем компьютере, что я там покушалась на Джона Кеннеди, да, то уже даже это не может лечь потом в основу обвинения, потому что, ну, уже вы похитили вы, по сути дела, под видом обыска похитили мои вещи. Ну, вот я так понимаю это сейчас. То есть нет еще доказательств, мне, по крайней мере, никто доказательств. Я сама не признаю, что у меня был прямой умысел кого-то оскорбить. Плюс у меня не было знаний лингвистических у самой, чтобы определять, я математика, не лингвист, чтобы определять, что является оскорблением, что нет. Поэтому меня упрекать в том, что я осознанно, например, хотела, нет, я никого не хотела оскорблять. Я по фактам, вот я принесла вам, показала, ну, до встречи показали, вы увидели документы, да, с подписями официальных лиц. Вот у меня, например, последние, вот, которые я бы, может быть, даже сейчас о них немножечко поговорила, если интересно. Да, ну, это вот по крыху іншым мы закранем этот нюанс, але на дадзены момент мяне все ж таки цікавіць вот ситуация с гэтым абвінавачваннем у абразе службовай особы. Адвокат на дадзены момент есть у вас? Вот вы сустракаліся с правооборонцами? У меня нет денег на адвоката. Мне посоветовали, конечно, разместить сейчас на сайте, ну, вот по сбору средств для адвоката. Вот. И я, конечно, наверное, это сделаю. И мне, да, я обратилась к правозащитникам в плане того, что, ну, чтобы хотя бы на тот момент, пока я буду собирать там деньги и в дальнейшем продумывать свою стратегию защиты, ну вот пока адвоката нет. То есть пока я все как это самоучка, и плюс вот помогают правозащитники. Вот слухаючы вас, у мяне склалася такое ўражанне, што мы трапілі усе у такую сітуацыю, калі вот раптам нехта, які зараз пры пасадзе, захоча мне за што-небудзь адпомсціць, то просто, і можа нават без гэтага, прыйдуць якія-небудзь там следчыя, скажуць, што я там некага абразіў сваім там каментам ці пастом у Фейсбуке, забяруць пры гэтым, не паказаўшы мне ні гэты допіс, які некага абразіў, ні заяву чалавека, ні лінгвістычнай экспертызы, нічога. І я буду ўжо як пад крымінальнай справай хадзіць, да, не маючы ніякіх ні дакументаў, да, ніякіх доказаў, што да, я чым-то вінаваты. Да. Да. Цікавая сітуацыя. Як вы лічыце, ўсё ж такі, ці сапраўды, вот хай вы не называеце імя, але вот гэтага чалавека вот вы абразілі. Дарэчы, яшчэ просто ўдакладню, я калі рыхтаваўся да эфіра, на нейкім сайце прачытаў, што, маўляў, вот абразіў некага там ваш допіс наконт суицида инспектора ДАИ в Могилеве. Нет, это вообще вброс лживой информации, вообще не об этом речь, нет. То есть вы переконаны, что я знаю, я же видела имя человека, в отношении которого как бы возбуждена, но у меня нету, писал ли этот человек заявление, нету этого. То есть это не гэты пост, нет, это нехто там закинул, нет, там нет, иншее. Нет, это же уже Генеральная прокуратура же написала, что это прокурорский сотрудник. Супрацовник прокуратуры. Да, смотрите, вот если вы посмотрите еще, вот, ну, я как бы, смотрите, вот Генеральная прокуратура, я даже сделала скриншоты, она на своей странице разместила
ну, как у нас самый законодательный орган, ну, вернее, орган по надзору за законностью, это Генеральная прокуратура. И она разместила, что вот слово «не воробей», и люди там стали оспаривать, и, ну, там как говорится, обо мне, да, речь. Естественно, я вот спросила, можно ли было меня вообще задерживать, ну, к кому обращаться, вот денег у меня на адвоката нет на текущий момент времени, да. Правозащитники что-то знают, что-то не знают, кто-то знает, мы сейчас пока еще, вот, ну, как говорится, все изучаем, в чем конкретно, еще сложно понять, да. Я, естественно, спросила в первую очередь, кому? В соцсетях, Генеральной прокуратуре, вот вы посмотрите мой пост, и я могу показать вам в сообщениях еще, что я в сообщениях написала Генеральной прокуратуре. Вот у меня сообщение тоже, вот я и написала, вот покажу вам всем, да, что я написала, вот видно, что она посмотрела, видите, я написала. На каком основании меня преследуют? Где лингвистическая экспертиза? Что было оскорбление? И ответа вы видите пока нет. Да, вот видите, что ответа нет на это. То же самое я еще написала, что можно ли было войти в чужую квартиру, забрать мои вот ноутбук, телефон, задержать меня, да, потом говорить, нет, вы задержаны. Нет, я была задержана, да, потому что по-другому выбора не было. Ну, несли бы, не несли бы. Вот. То есть можно ли это было все делать, но пока вот мне Генеральная прокуратура на этот вопрос не дала. Еще я, когда меня задерживали, я поняла, что сотрудникам, которые это делали, очень стыдно. И я призываю всех сотрудников, не делайте так. Если вы видите, что вы заведомо нарушаете закон, не идите на поводу руководства. Пишите сразу рапорт, потому что потом сделают крайними кого? Именно вас. Сделают крайними не прокурора, который подписал постановление на мое задержание, ну, задержание, он не задержание, он на обыск подписал, да, не, он подписал мою психиатрическую экспертизу, не, ну, следователя накажут, понимаете? Вот, и получается, вот крайними сделают вот этих людей, потому что они, как бы вот не предоставив мне определенные документы, да, вот произвели все эти процессуальные действия со мной. Понимаете? Они должны были предоставить эти. Ну, то есть следователь виноват, потому что, ну как же, а почему ты не знаешь закон, следователь, и не сделал сначала лингвистическую экспертизу? А пошел уже человека, забрал, отобрал у него все. И чуть ли меня уже вчера могли за белые ручки упаковать. То есть меня, по сути дела, потому что я все-таки была подготовлена правозащитниками, что так могут поступить, чтобы объявить, что типа я такая невменяемая женщина, и да, и вот эти все документы ничего не значат, понимаете? Вот тут подписаны у меня куча документов, приняты меры реагирования, и как бы вот, ну, вот это вот я так сама себе говорю. Вот, а я предупреждена. А сколько людей, может быть, не предупреждены? А сколько могут, вот ты кого-то обидел, все, иди, мы тебя сразу в психиатрическую больницу, и у него нету такой поддержки там в тех же соцсетях, да, и он не знает, что не задаст такой вопрос, а где же лингвистическая экспертиза? Действительно, я кого-то оскорбила, может, у меня может, преступления-то нет? Понимаете? Да, у мяне ўвогуле как бы такая думка зараз нарадзілася, што пора ўжо са школы ўводзіць такі курс для людзей, дзяцей, як сябе паводзіць, калі раптам тебе прыйшлі і затрымалі. Што ведаць, якія вывучаць навукі. Тым не менш, вот ваше меркаванне, ўсё ж такі, ці сапраўды гэты вот нейкі там допіс у Фейсбуку стаў прычынай для такога пераследу вас по гэтай дзіўным артыкуле? Я думаю, что все-таки нет. Я думаю, что дело – это повод. Это повод, за который зацепились. Ну, как бы я считаю, что это все-таки, да, 197 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Я могу только сказать одно, что есть ключевые люди, ну, в той же самой Генеральной прокуратуре. Есть вот в Генеральной прокуратуре, вот у меня письмо, вы можете увидеть дату, от 15-го, я публиковала в Фейсбуке 02-го и писала об этом. Ключевое лицо, которое Семенов С.А., да, это, ну, старший прокурор Управлением по надзору за исполнением законодательства Следственного комитета Республики Беларусь. Вот эта вся ситуация, она привела меня к тому, что я поняла, что как ключевые люди решают. То есть я написала жалобу 12 февраля прошлого года на прокурорских сотрудников, которые вот, ну, тогда вели дело моего сына, и дело было еще в прокуратуре, вернее, оно уже было передано там 9 числа, но я имею в виду, что это было еще не было судебного разбирательства.
И там уже была рапорт о добровольной выдаче, справка о содействии следствию, а в протоколах допроса этих материалов не было. То есть все, что было вот в рапорте, оно должно было быть, что до прибытия понятых мой сын отдал. Понимаете? А вот это всего не было. Что он содействовал тем, что он показал. Это не написано в протоколе допроса, этого нету. И если бы вот прокурор Семенов СА, как надзорный орган, пришел бы после моей жалобы и сказал бы, что покажите ко мне, вот тут мне жалоба такая пришла, дайте-ка я гляну. И все. И дальше бы не было дела, по сути дела, нарушений столько, что, скорее всего, он бы сказал: все, ребята, вы тут слишком много наворотили, и никаких судебных даже разбирательств не было, реагирования не было. Потому что сейчас, получается, а что сделал он? Он взял, переслал просто типа в советский суд, и при этом у них есть такие бумаги, когда прокуратура пишет, любой прокурор, он пишет, например, либо принять меры реагирования, либо ответить по существу. Кому-то он дает приказ и пишет, что прислать заявителю, прислать мне и переслать еще куда-то. Тогда это как бы качественный, то есть действительно будет проводиться проверка. Если пересылают о результатах рассмотрения обращения «прошу уведомить заявительницу», то это как сигнал, это вот как, знаете, фишки, слоган свой прокурорский между своими, да, что типа, ай, проверка, отписывайся, проверки не будет. Отписку дайте. И естественно, что судья первой инстанции, когда с Генеральной прокуратуры, от старшего прокурора управления по надзору за исполнением законодательства, Следственным комитетом республики, Семенова СА, приходит такая бумага, она смотрит, что, ага, прокурор по надзору проигнорировал жалобу, проигнорировал рапорт, проигнорировал справку, все, вот он переслал это все, видите, он переслал, все переслал. Он не себе даже, и даже не написал, что ответить мне, потому что это УСБ, это Управление собственной безопасности, да. И что мне Головкова делает? Вот Головкова, судья первой инстанции, она якобы дает 22-го ответ, а потом у меня есть, ну, я уже выложила в Фейсбуке ответы, что она даже не высылает мне этот ответ, я даже обжаловать не могу. То есть за это в отношении других лиц приняты меры реагирования. То есть вот два человека, да, нарушивший закон, вот, и в результате вступило незаконное, то есть решение в силу, да, что в связи с тем, что согласно нормам УПК Республики вы не являетесь участником уголовного, а я свидетель по делу, а 138 УПК говорит о том, что любое физическое лицо, чьи интересы затронуты, а мои интересы затронуты, потому что это мой родной сын, и я имела право жаловаться и на прокурорских сотрудников, и на следователей, как и свидетель по делу, это мои все интересы. Ваши жалобы, поступившие в суд, не подлежат рассмотрению по существу. Она не стала даже рассматривать, вот положила такую отписку, которую я получила только 23 или 24 в этом году. То есть спустя год. Понимаете, что произошло? То есть своевременно человек. И естественно, что я у многих прокурорских работников упрекаю за своего рода бездействие должностного лица и пишу на всех встречное заявление. Ну, я так разумею, что и як вынік вот гэтых ваших пастоянных зваротаў стало тое, что шмат хто з супрацоўнікаў праваахоўных прокурорских органов, яны хто атрымаў вымовы, кто лишился премии. Я не знаю, я смотрю иногда по ответам, вот смотрите, у меня есть, например, ответы, что у них, например, был человек, который, вот я ему благодарна, Севрук. Это он, вот смотрите, Семенов не провел проверку, а через полгода провели проверку по моим жалобам, через 4 месяца. И приняты меры реагирования, потому что было заведомо незаконное продление под стражей. А потом, например, был Севрук, а вместо Севрука сейчас уже другой человек. Севрук это вроде как начальник был УСБ, а сейчас Беспаленков у них. Вот, исполняющий обязанности, сейчас уже другой. А Севрук принял вот то самое решение на мои жалобы, что провести проверку. И проверку провели, и мои, ну, как бы подтвердились факты, что я писала правду, что были нарушения, понимаете? Поэтому сейчас, где идут изменения, я не знаю, в советском знаю. У Орловская, например, обвинитель, которая работала, якобы переведена в другой район, но в какой район мне не сообщили. Вот сейчас исполняющий обязанности прокурора Советского района. Я позвонила в Следственный комитет Советского района, следователь, который вел в том числе наше дело, уже типа откомандирован. Мы же понимаем прекрасно, что если встает, то есть любое дело, которое, если эти люди наказаны, да, то любое дело, которое они вели, это основание для пересмотра любому человеку. Поэтому ни судей, ни прокуроров не наказывают у нас в стране публично. Вы практически не знаете, что их наказали. Почему? Потому что все тогда их дела можно сразу требовать для пересмотра, потому что они нарушают закон. Понимаете? И поэтому, конечно, я вот с такой кипой ответов я становлюсь, наверное, слишком опасной, я не знаю.
Дзякуй вялікі. Мы рассказалі вам про тое, як за невядомы які допіс у Фейсбуку і без хоць нейкай лінгвістычнай экспертызы можна стаць фігурантам крымінальнай справы па абразе службовай асобы. Марына Мацулевич, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Ну а гаспадарыні Марыне, не здавайцеся. Спасибо. Дзякуй. Вам спасибо. Да. Маеш спадарожнікавую таленту.